При входе в дом мы попадаем в небольшой тамбур, который нужен для того, чтобы холодный воздух не проникал сразу в дом. То есть это очень актуально в нашем климатическом районе. Далее, получается, у нас есть небольшой холл, и будет здесь каркасная перегородка для ограждения котельной. Тут получается вход в сам дом. Дом достаточно большой, просторный. Но здесь планируется монтировать лестницу. Видите, специально сделано такое высокое окно для того, чтобы лестничная площадка освещалась естественным способом. Дальше планируется оградить санузел в данном месте. И здесь вот будет такая кухня. Кухня достаточно большая, то есть сейчас кажется, что здесь очень мало пространства. На самом деле здесь больше 12 квадратных метров. Сразу можно увидеть, заказчики вывели трубу водоснабжения сразу в кухню. Соседнее помещение с кухней — это гостиная. Гостиная тоже достаточно большая. И также на первом этаже размещается спальня. То есть здесь будет обустроена спальня. Это очень удобно. Не надо постоянно ходить наверх. То есть вышли, сразу у вас на первом этаже размещается спальня, санузел, кухня, гостиная. Двухкомнатная квартира на первом этаже. На втором этаже размещается 3 спальни. При желании можно разместить санузел вот в этой части. То есть санузел второго этажа будет находиться над санузлом первого этажа. Обратите внимание, в тамбуре и в котельной, также в холле, делали острожку бруса. Брус достаточно гладкий получился. То есть первое время можно обойтись без заделки. Ну и вообще можно обойтись без заделки при острожке бруса. Внутри самого дома, получается, острожку не делали, потому что планируется обшить все стены гипсокартоном, полы закрыть фанерой. Также в этом доме, вот посмотрите, есть нюанс один. Погреб расположен прямо в доме. Погреб достаточно глубокий, здесь позволили геологические условия, то есть уровень грунтовых вод был достаточно низкий, поэтому удалось заглубиться и сделать погреб.